24 мая 2022 года, то есть 4 дня назад, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия на Теречном районе, в населенном пункте Знаменское, был убит Магомед, по другим данным Муслим Бисултанов. Этот молодой человек проживал со своей семьей в Бельгии, по некоторым данным он является гражданином Бельгии, вернулся во временно оккупированную свою родину и там проживал. Местные так называемые правоохранительные органы склоняли его уехать воевать в Украину, от чего он отказывался. И после уже грубого отношения к себе человек был такого прямого склада ума, прямо говорил все, что думает, и после этого у них завязалась перепалка, и был убит российскими правоохранительными, так называемыми оккупационными коллаборационистскими органами. Сейчас распространяется информация, что там было какое-то там приставание там, или какое-то непристойное поведение в отношении его супруги. По моим данным, это не соответствует действительности. Все дело в том, что, как нам сообщили украинские специальные службы, главарь банды УФСБ Игорь Кочнев собирает УФСБ банды по чеченского временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, собирает данные по всем, кто там проходит у них по спискам ранее осужден, по средней тяжести, да, по любым статьям осужденные люди собираются, от них собирается информация, и их насильно отправляют воевать в Украину. В случае, если человек отказывается, оказывает сопротивление, его просто-напросто, как в случае с Магомедом Бисултановым, просто-напросто убивают. Также после его убийства злодеи захватили его жену, его двоих двоюродных братьев в плен. Они находились какое-то время в отделении вот этой банд-полиции. Также был ранен его другой родственник, который пытался выехать и покинуть Чеченскую республику, и на границе был ранен и задержан. Еще раз я, конечно, призываю не идти воевать в Украину, но если так обстоят дела, и вас могут убить из-за того, что вы не идете воевать, не оказывайте сопротивления, во-первых, я хотел бы сказать, не провоцируйте. И если вы вынуждены все-таки поехать воевать в Украину, то выходите на связь с теми нашими бойцами, которые воюют на стороне Украины, выходите на связь с украинской стороной и переходите на сторону Украины для того, чтобы спасти свои жизни. После того, как вы перейдете на сторону Украины, это касается не только чеченцев, вы можете остаться в Украине, можете попросить разрешения дать вам выехать, и можете выехать в Европейский Союз и там получить политическое убежище.